чистая угроза. Какую опасность таят в себе детские стиральные порошки. Это было настолько болезненно, что и было больно писать. Химия, которая на Западе под запретом, в России добавляется в моющие средства для самых маленьких. Они вызывают достаточно серьезные проблемы, вплоть до мертворождения. Синтетическая смерть. Пачка стирального порошка способна вызвать экологическую катастрофу. Любой водоем, озеро при попадании моющих средств превращается в болото. Надписи «эко», «био», «гипоаллергенно» часто врут. Как обезопасить себя от покупки псевдо-эко-средства? Наши бабушки кипятили, стирали хозяйственным мылом и правильно делали. Разобраться в составе бытовой химии попробуем вместе в специальном репортаже. Это было настолько болезненно, что и было больно писать. На тетради оставались вот эти вот следы. Обычное домашнее задание для шестиклассницы Айсель стало мучением в буквальном смысле. Девочке ежедневно приходилось терпеть боль. Открытые ранки на пальцах оставляли следы крови на страницах тетради. Это аллергия, так называемый атопический дерматит в острой форме. Мама девочки рассказывает, что впервые он проявился еще в 9-месячном возрасте. Впервые это появилось на запястьях, вот здесь вот снаружи и внутри. А потом уже перешло выше, то есть в локтевые изгибы. Сейчас сыпь на руках появляется в результате любого контакта с бытовой химией. Посуду девочка моет только в перчатках, а хуже всего на кожу влияют стиральные порошки, в том числе детские, с пометками «гипоаллергенно» на упаковке. Такое количество порошков мы перепробовали. Когда мы убрали полностью рекламируемые порошки, то есть стало лучше. Вот эти вот с отдушками, с активными компонентами. Ой, молодец. Все, нет, не будем обижать больше. Аллергия у современных детей с каждым годом встречается все чаще, говорит врач-педиатр Лейля Мифтахова. Сейчас атопическим дерматитом болеет уже каждый 5-й ребенок в мире. Основной причиной является генетическая предрасположенность. Но есть и провоцирующие факторы, бытовая химия в том числе. В группе риска дети до года. Для них врачи вообще не рекомендуют стирать одежду синтетическим порошком. Сильный запах моющего средства уже говорит о том, что оно не подходит для младенцев, потому что весь вот этот аллергический марш первые месяцы жизни уже проявляется. Порошковые, они дают облачко вот это вот, которое можно еще через дыхательные пути ведь проникнуть. Вызвать ларингоспазм, ларинготрахеид, со стенозом, этих состояний очень много. Ой, спасибо большое. Компоненты почти всех популярных моющих средств опасны для здоровья, говорит химик Эльмира Исмагилова. Сама мама двоих детей после рождения второго сына, она тоже столкнулась с аллергией. Вот шелушения у нас немножко есть, вот здесь вот остались проявления от атопического дерматита, но уже в небольшом количестве. Эльмира детально изучила эту проблему, прочла множество зарубежных научных исследований и теперь в своем видеоблоге и в соцсетях учит молодых мам правильно читать составы моющих средств и определять опасные компоненты. Самые агрессивные эксперты считают синтетическую основу порошков. Это продукты нефтепереработки, так называемые поверхностно-активные вещества, сокращенно ПАВ. Они есть почти везде – в порошках, гелях, шампунях, средствах для мытья посуды, в мыле и даже в зубной пасте. Их основная задача – очищать поверхность от грязи. И с этим они справляются блестяще. Так же, как ПАВы беспощадны к загрязнениям на белье, также ПАВы агрессивны и к здоровью. Экспериментально доказано на животных, на кроликах, на свинках, проникают через защитные барьеры, копятся в органах, нарушая их работу. Наибольшее количество, конечно, находили именно в мозге, сердечно-сосудистой системе, в печени, в почках. Кроме того, лабораторно было доказано, что ПАВы очень плохо выполаскиваются из белья. Подобные исследования проводил Росконтроль в 2016 году. Для экспертизы были взяты детские гели для стирки 5 известных марок. Результаты показали, что даже 3 полосканий оказалось недостаточно для полного удаления средства из ткани. Вымываемость стиральных средств при выполаскивании, она далеко не стопроцентная. Даже после 3 полосканий значительная часть поверхностно-активных веществ остается в белье. Нет особой разницы между детскими и взрослыми стиральными средствами. Если мы возьмем порошкообразные, даже у некоторых детских были хуже показатели токсичности, чем у обычных. Оставаясь в ткани, синтетические ПАВы контактируют с кожей ребенка и обезжиривают ее, смывают защитный слой. Это действие усиливается в сочетании с еще одним агрессивным компонентом – фосфатами. То есть вот этот симбиоз фосфаты плюс ПАВы – это вот такое самое, наверное, плохое, что можно найти вот в синтетических моющих средствах.
И этот симбиоз отнюдь не редкость. Мы прошли по уфимским магазинам и почитали составы популярных порошков. Фосфаты или фосфонаты в сочетании с ПАВами практически в каждом детском стиральном средстве. И, как показал наш опрос, большинство хозяек выбирают именно их. Ушастый нянь, Ариэль, Тайд. Лоском стираю. Детские вещи тоже? Детские тоже. Просто дополнительное полоскание включаю. Ой, я обыкновенно Ариэль. Тайд. Ушастый нянь чаще всего. Чтобы лучше отстирывал, однозначно. Стирает нормально и цена приемлемая. Таким образом, можно определить примерный состав классического детского моющего средства, порошка или геля. В основе синтетические ПАВы, фосфаты и фосфонаты. А в числе дополнительных компонентов также есть далеко не безобидные. Отдушки, фталаты, оптический отбеливатель, пеногаситель и другие. Очень опасны фталаты для беременных женщин, потому что они вызывают достаточно серьезные проблемы именно с продолжением, с пролонгированием беременности. То есть там могут быть и вплоть до мертворождения. Синайский центр охраны здоровья детей связал воздействие синтетических ароматических веществ во время беременности мамы в первом-третьем триместре с высокими рисками СДВГ и аутизма у ребенка. Главный вопрос, почему все это попадает в детские порошки. Российское законодательство весьма лояльно по отношению к этим компонентам. Есть ограничения по их количеству, но допустимые пределы достаточно высоки. Пока этот репортаж готовился к эфиру, республиканский Роспотребнадзор лабораторно проверил 5 популярных детских порошков. Оказалось, что все они соответствуют российским нормам. Согласно действующих нормативов, содержание фосфатов в порошке не должно превышать 30%. Попадание фосфатов в организм приводит к изменению свойств кожи и снижению иммунитета. Однако в большинстве цивилизованных стран уже полностью отказались от применения фосфатов и предъявляют более жесткие требования к содержанию ПАВов. Если в нашей стране те же самые опасные анионы и ПАВ это порядка 5-10% их в стиральном порошке, то в Европе это меньше 2%. Отказываются полностью от применения трифосфатов натрия такие страны, как Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, США, Япония. Еще одна важная причина, по которой на Западе отказываются от синтетических моющих средств, это вред для экологии. И не только в глобальном смысле. Эта проблема касается буквально каждого, говорит Александра Бельсон. Семья живет в поселке Нагаево под Уфой. Как и почти в любом частном секторе, здесь используют так называемые ямы Шамбо. Бытовые отходы, вода из стиральных машин попадают напрямую в почву, на которой буквально в нескольких метрах выращиваются овощи и фрукты. Все продукты нашей жизнедеятельности в итоге оказываются прямо возле нас, прямо под нами. Поэтому мы поменяли всю бытовую химию, стараемся от этого отказываться для того, чтобы есть действительно экологически чистую пищу. А стоки из городских квартир попадают в реки, и очистные сооружения не везде и не всегда справляются с таким количеством фосфатов и ПАВов. По словам экологов, моющие средства способны вызвать настоящую природную катастрофу. Происходит трансформация всей экосистемы, потому что фосфаты и фосфор вызывают бурное размножение мелких водорослей и цианобактерий, которые в большом количестве поглощают кислород, и погибает вообще вся живность. Любой водоем, озеро при попадании моющих средств, даже в маленьких количествах, они превращаются в болото. Айгуль Бетинени называет себя экологистом, любителем, пропагандирующим экологичный образ жизни. На крупном международном предприятии, где она работает, этому уделяется большое внимание. По тем же принципам Айгуль выстраивает и образ жизни своей семьи, полностью отказавшись от синтетических моющих средств. Это такой процесс перестройки своего быта, себя, своей жизни, своих родных. Конечно, все это попадает в мировой океан через реки, затем испаряется и снова попадает с дождем в нашу почву. Мы этим живем на этой почве, там растим какие-то продукты, этим питаемся. Этот родник в Иглинском районе известен уже около века. Здесь почти всегда очереди. Местные жители уверены, вода чистая и безопасная. Хорошая вода, накипь нету. Вот за это мы каждый день ходим сюда. По вкусу. Хороший, вкусный. Однако последняя лабораторная проверка этой воды показала, что количество нитратов в ней превышено в 2 раза. Это значит, что химия, будь то моющие средства или удобрения, способна попадать даже в глубинные подземные слои. Вот так вот варится мыло, хоть жидкое, хоть твердое, оно варится на водной бане.
Только масло и щелочь в составе натурального моющего средства. И это отличная альтернатива любой синтетике, говорит Анисим Марямнов. Несколько лет назад они с супругой переехали из Уфы в Архангельский район, буквально на целину, и открыли свое экологичное производство. Основной принцип – никакой химии. В основе стирального порошка все тоже мыло. Это стружка, твердое мыло, которое вы сейчас видели, как оно варится. А когда оно отвердевает, мы натираем его на терке, и получается вот такой натуральный порошок. И больше туда ничего не добавляется. Стирать таким порошком можно и в стиральной машине. Механизму это не навредит. Кроме того, вопреки расхожему мнению, натуральные средства отлично пенятся. То есть вот я маленькую капельку нанесла, и вот столько пены. Этого достаточно, чтобы помыть руки. Основной компонент любого натурального моющего средства – это масло. Касторовое, оливковое, из виноградных косточек и, конечно, кокосовое. Мыло из него лучше всего пенится. Оно вот так вот легко плавится от температуры тела. И самое главное, его можно даже есть. Очень часто его используют при производстве кондитерских изделий. Подобное натуральное производство вполне возможно и в промышленных масштабах. Многие компании уже выпускают моющие средства на основе растительного сырья. Они есть и на прилавках масс-маркетов и вполне доступны по цене. Но здесь очень важно различать настоящие и псевдоэкологичные средства. Надписи «эко», «био», «гипоаллергенно» далеко не всегда означают, что порошок натуральный. Зачастую это просто маркетинговый ход. Производители, например, убирают отдушку или добавляют какой-то действительно полезный компонент, но при этом оставляют синтетическую основу. На этом производители часто сыгрывают, скажем так, даже спекулируют. То есть понижая количество отдушек, оставляет основу такой же, то есть вот эти же синтетические нефтяные опалы и плюс дополнительно безопасные какие-то компоненты. При этом как бы на упаковочке появляется надпись гипоаллерген. То есть вот эта гипоаллергенность не говорит о том, что перед вами натуральное моющее средство, безопасное моющее средство. Это просто говорит о том, что оно меньше пахнет, как правило. Суть в том, что синтетика гораздо дешевле растительного сырья, потому производителям просто выгодно использовать фосфаты и ПАВы. Однако у концепции органического производства в России все же есть будущее, считает кандидат химических наук Владимир Гореев. Можно использовать производные лимонной кислоты как заменители фосфатов. Такими исследованиями занимались и российские ученые. Для производства солей лимонной кислоты используются отходы каких-либо производств. Дизельного топлива, текстильных промышленностей, отходы пищевой промышленности. И они являются наиболее перспективны в качестве замены фосфатов. Наши бабушки кипятили, стирали хозяйственным мылом и правильно делали. Но и сейчас для стирки в стиральной машине можно своими руками приготовить абсолютно безопасный порошок. Для этого берем хозяйственное мыло, тоже обязательно с натуральным составом, натираем на терке. Затем в получившуюся мыльную стружку добавляем кальцинированную соду, обычную поваренную соль, лимонную кислоту, и такой компонент, как перкарбонат натрия. Еще с советских времен он продается в магазинах под названием персоль. Затем все это тщательно перемешиваем. Экологичный порошок готов. Таким средством можно без опасений стирать одежду всех членов семьи, включая самых маленьких. Обезопасить себя и свою семью вполне реально, и начинать лучше с повышения уровня самосознательности. Прежде всего, читать составы моющих средств и понимать последствия применения бытовой химии. Если каждый из нас будет хотя бы эгоистично заботиться о собственном здоровье, в конечном итоге этого хватит, чтобы спасти экологию целой планеты.